Новый штамм и новые цифры. Количество заболевших омикроном в России растет с каждым днем. Врачи говорят, единственным методом защитить себя от тяжелого течения заболевания остается вакцинация. Здесь, в Карабулакской городской больнице, с начала года процедуру прошли больше 1000 человек. Врачи говорят, не стоит рассчитывать, что болезнь обойдет стороной или пройдет в легкой форме. Прививка необходима всем. У ковида есть последствия, а иногда и серьезные. Лейла Бацаева заполняет добровольный бланок вакцинации. Женщина говорит, что живет в обществе и несет ответственность не только за себя, но и за окружающих. Течер масар жиеш санхетсоне вакцинация ханялч лорвалра дуклазырж мдивен чедена лорвалра декада шин саган шин декада ерич штие анхетсон ич бахи анхетсон ер масарж сосицм ханханисо ханханисо но это легкой форме хансон эс вакцинацирага со легкой формы хансон ханр дук хамаш хозмо хозивен дуклазыр мдивен охж держа Дикая ему дай хаму хиве, бахкинах бывает ах, дуклазер мудивен держа. Во все времена в тяжелые годы эпидемии населению жизненно не хватало ампулы вакцин. Сегодня в стране дефицита нет. В регионах страны есть необходимые запасы и разновидности прививок. За прошлый год вакцинацию в Карабулакской городской больнице прошли больше 20 000 человек. Все зарегистрированные в стране отечественные вакцины здесь в наличии. Вот температурный режим у нас строго соблюдается. Вот у нас есть в наличии все вакцины, ковид вакцинации, Спутник Лайт. И предварительно мы вытаскиваем и размораживаем. Сама процедура вакцинации, она безболезненная. Ну, бывает место инъекции немножко болит, а так никаких осложнений у нас не было. Ситуацию с распространением коронавируса усложняют новые штаммы заболевания. Специалисты уверены, что омикрон окажет значительную нагрузку на систему здравоохранения. Новая мутация сегодня выявлена в 68 регионах страны. В большинстве из них заболеваемость стремительно растет. В Ингушетии счет идет на десятки. Он намного быстрее передается от человека к человеку, чаще вызывает заболевания, то есть при контакте с носителем вируса вероятность заболеть намного велика. Характеризуется новыми симптомами, ранее несвойственными ковиду. Это повышение температуры тела выше 37 градусов Цельсия, сухой кашель или кашель со скудной мокротой, отдышка, утомляемость, мышечная и головная боль, першение, боль в горле, также конъюнктивит. В Карабулакской больнице уже зафиксировано 6 случаев заражения штаммом омикрона. И мне кажется, что в конце этого месяца у нас увеличится численность. Помимо врачей, которые непосредственно работают в красной зоне, сегодня в усиленном режиме функционируют лаборатории в медучреждениях республики. У больных коронавирусом всегда бывают увеличены важные показатели в крови. У нас вот мы начали уже, как второй год идет, работаем с ковидными больными. Мы делаем биохимический анализ, реактивный белок, печеночный, почечный комплекс, коагулограмму, додимер мы делаем, АЧТВ, монофибриноген. Норма цереактивного белка до 10 должна быть. Но сейчас, так как очень много больных ковидом, у нас, конечно, большая нагрузка идет на нас. Очень много больных, у которых повышен цереактивный, у которых сгущение крови идет. Но для работы у нас все есть, как бы мы справляемся, но нагрузка идет большая. Видимо, этот штамм распространяется очень быстро, вот именно в этот период. Сегодня больницы, амбулаторная сеть в силах принять заразившихся. Чтобы избежать европейского развития сценария с коронавирусом, медики рекомендуют не игнорировать вопросы иммунизации. В стране уже стартовала вакцинация подростков. Население призывает действовать с опережением, чтобы остановить распространение коронавируса. Рина Цычева, Асхабила, Киев. Новости 24.